Ну, здесь упоминаются эти проекты в данной брошюрке, дается их краткое описание и дается законопроект, разработанный Мелиферка. Что хотелось бы сразу сказать? Ну, можно по-разному вкладывать какую-то политическую идею в законопроект, да? Можно по-разному понимать его название. Так, например, есть большой объема текста, да? То есть есть возможность небольшого закона, есть возможность большого закона, детального. Где есть плюсы, где есть минусы. Да, небольшой закон, он тоже имеет ряд преимуществ. Это краткость, это отсутствие необходимости спорить по мелочам. С другой стороны, конечно же, возникает вопрос применения данного документа. И нужно понимать, что если этот закон, возможно, станет законом Украины вдруг, да, то для его применения необходима еще огромнейшая нормотворческая работа. Возникает вопрос, кто это будет делать, когда и кому это будет нужно. Сегодня Надежда прекрасно сказала о том, что это никому, собственно, не нужно, кроме самих крымских татар. До 1944 года, первое, этот закон не распространяется, второе, репрессивных актов не было. То есть возникает вопрос даты. Если устанавливать дату какую-либо, да, то понятно, что нужно работать с историками, там это не только 18, естественно, мая, и, возможно, другие даты, и здесь говорить о какой-то привязке именно к 1944 году очень сложно. Для крымских татар буквально один абзац. Но мне просто понравился термин, там они пытались обойти вопрос коллективных прав, и они написали такую фразу: «Права человека крымских татар». Ну, это из украинского проекта, там права людини крымских татар. По тексту. Юридический, это понятно, тут нужно что-то думать. Потом отсутствуют такие, международно признанные компоненты, как дискриминация и депортация. Да? Да, согласен, есть проблема названия закона. Понятно, что речь идет о крымских татарах, все вы прекрасно понимаете, что такое спецпоселение, но затаскивать этот советский термин сюда, в текст закона, сложно, потому что мы даем нашим противникам орудие, скажем так. Возможно, он здесь никакой роли не играет. Спецпоселение, просто поселение. На мой взгляд, это не принципиально, это усложняет ситуацию. Потом дальше, 4 статья. Признание осуществления права крымтатарским народом на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики перекраивания границ. Здесь территориальная целостность возникает вопрос. То есть право на территориальную целостность народа. Возможно, все-таки другую категорию использовать.